Хрономираж – это отрезок времени, где связь с реальностью ощущается иначе. Хрономираж – это голограмма, энергетический фантом прошлой жизни. Проще говоря, заставка, сбой системы. Мне довелось встретить хрономираж в действительности. Шел 1978 год. Осень. Первые числа августа. Когда природа совершает плавный переход к подготовке настоящей затяжной осени. Мы с матушкой возвращались домой после безуспешного поиска нашего источника жизни в те времена, нашей любимой коровушки Буренки. Вечер набирал обороты, яркая большая луна освещала ряд деревянных домов, их палисадники, из которых вырывались ветки с еще зеленой и силе листвой от вихревого играющего ветра. Это был сказочный пейзаж. Матушка шла впереди, я сзади, в нескольких шагах от нее. И вдруг из темноты выходят 5 молодых монахов в черных длинных одеждах. Их головы прикрывал капюшон. В руках под пазухой каждый держал большую толстую книгу в дорогом красивом переплете – Библию. Они шли молча, друг за другом, гуськом. «На молебен идут», – подумала я и внимательно посмотрела на их лица. Это были молодые мужчины лет 25-35. Их лица казались нереально красивыми в освещении яркой и полной луны, но с земляным оттенком. Проходя мимо меня, каждый задевал меня своими черными одеяниями, невзначай. Это игривый осенний ветер раздувал их мантии в разные стороны. Их ноги были обуты в летние легкие сандалии. «Как не мерзнут?» – подумала я, – «ведь уже не лето. Куда они идут?» – пронеслось у меня в сознании. «Ведь у нас в поселении нет никакой церкви». Да, была церковь, но со времен Колчака церковь была разрушена. Большой крепкий колокол и церковную утварь я видела, как дамы с детворой играли на пустыре. Вскоре они так же быстро растворились в темноте, как и появились. Я поспешила к матушке, спрашиваю: «Мам, ты видела 5 монахов, которые прошли мимо нас?» «Куда они пошли? Ведь церковь разрушена». Мама испуганно перекрестилась. «Ты что такое говоришь? Какие монахи?» На утро мама разбудила меня очень рано и повела к бабушке-знахарке. После рассказа моей мамы та налила в большой зеленый эмалированный советский таз чистой воды, пошептала над ним и умыла мое лицо, причитая. «Почему они не верят?» – раздосадовалась я. «Значит, они ничего не могут увидеть». С этим я и пошла по жизни, а мои чудеса истории продолжились. Свет и тьма – это чья-то игра. Ты и я – расширение себя, и мы в этой игре. Спасибо, что были рядом. До встречи в эфире.